Друзья, всем доброго времени суток. Приветствую вас на канале Киса Чечня. Ассаламу алейкум, Гедика Ахел Масери. Всех вас приветствую у себя на канале. И перед тем, как вы посмотрите видео, я не знаю, у меня снятых два куска. То есть немножко хотела рассказать про обычаи, там кусочек есть. И мы собираемся поехать отдохнуть. Приехала в гости сестра ко мне со своими детками. Ну, мама здесь и была, сестра приехала по делам сюда. Она же здесь прописана в Веденском районе. И она приехала по делам, и мы хотели поехать с детками отдохнуть. Сейчас. Вот, ну, какой будет кусочек именно последующий, я не знаю, но что-то будет. Кстати, в начале ролика хотела сказать, что такие платья снова в завозе есть. Вот как на мне было розовое, только сейчас фиолетовое. И расцветки есть разные, девочки. Но ролик начну с того, что хотела вам похвастаться. Просто, знаете, я никогда не говорила, может и говорила, но помню, по-моему, говорила. У меня очень большая любовь к Беларуси. Я клянусь Аллахом, от души уважаю этот народ и люблю их продукцию, хотя там никогда не была, но у бабушки на Украине были соседи с Белоруссией. Ну, то есть не жена, а муж ее был с Белоруссии, но они какие-то в моем мировоззрении, да, я их все время считала как, за белорусов. И вот, хотя я там никогда не была, и вот когда я к ним приходила домой, они вот от бабушки жили, ну, вот так вот, не прям напротив, чуть наискось. Я всегда к ним заходила. Вы знаете, необычный запах был в доме. Во-первых, всегда было чисто. Вот помню, всегда было очень чисто. И жили по тем меркам хорошо. Ну, у него муж на шахте работал каким-то там типа начальником. Сама она тоже неплохо зарабатывала. Очень было красиво в доме. Даже вот по тем временам там дорогая стенка, там что-то такое было у них, летняя кухня. Везде так пахло свежо. Все было по-простому, летняя кухня, но так было чисто. Вот я вот даже, да, мне это приятно, что мне сейчас столько всего пришло, и это все белорусская химия. Но я вам клянусь всем святым, я сейчас это все нахваливаю не потому, что мне прислали именно с Беларуси. Я правда искренне люблю и уважаю этот народ. Хотя я там никогда не была, но я люблю, вот я все время, хоть и дорого, у нас в Грозном есть белорусская ярмарка. Там даже банка сгущенки, по-моему, 120 рублей стоит. Но это та сгущенка, еще по ГОСТу. Та вкусная, из детства. Колбаса, вот эта вот ветчина, говяжья. Далее там рыба, сливочное масло, сыры, какое все вкусное. И хоть очень дорого, я всегда, хоть понемножку, но я всегда беру. Вот поэтому в сегодняшнем ролике я представляю Белоруссию и их всю химию, продукцию. Вот химия мне еще никогда не приходила. Я, понимаете, я рада всем. Конечно, когда это все приходит на обзор, то есть бесплатно, это, конечно, уже большая помощь семье. Да? Сейчас. Это, конечно, уже большая помощь семье, потому что здесь, посмотрите, здесь на хорошую сумму товар, если это все купить. Тут придешь в магазин, бывает, возьмешь там ополаскиватель, пачку порошка, и уже 1000 с чем-то нету, правильно? Ну, мы же все покупаем, а вот эти вот все разные детские, там, я не знаю, белизна, гели, там, я не знаю, для удаления пятен, всего такого, отбеливатели, это все тоже стоит немало. И когда вот мы приходим на рынок, купим там продукты, все, и химия, это все уходит в хорошую копеечку. Конечно, когда это приходит бесплатно, тем более это пришло с Белоруссии, то для меня это в 10 раз приятно. И хочется прорекламировать, и хочется поскорее начать пользоваться этой химией. Я еще не, ну как сказать, я заложила вещи только детские. Я вам сейчас покажу, я не сдержалась и заложила детские вещи. Это вот «Мама знает» называется. Порошок для стирки детского белья. Без красителей, гипоаллергенная отдушка здесь есть. Вот я открыла, одну стирку заложила, друзья, аромат идет. Вот.
Ихняя, ну, вообще-то фирма находится в Беларуси, то есть производство, а вот разные офисы, где они продают там через кого-то, разные их фирмы находятся, я так полагаю, в разных городах, также у нас в городе. Мне это привезли с Грозного вчера, доставили, сделали доставку. Вот, фирма называется Тоня, я вам покажу. Вот, например, чистящее средство для акриловых ванн и душевых кабин. Вот такое средство. Придает блеск, обновляет поверхность, удаляет пятна. В общем, все. Вот это вот. Вот такое чистящее средство. То есть оно чистит все. Я еще не пробовала, говорю. Еще ничего не смотрела. Хотя я сотый миллионный раз скажу, когда это все присылают на обзор, это уже огромная помощь. Там и Васильку, и Беру оптом, Грандсток, все вот это, все, что присылают, это уже большая помощь, конечно же. Конечно же, это большая помощь. У нас мы полотенца, и постельное, одеяло, подушки, то есть это очень большая помощь. Но вот химия, я же вообще все это люблю. Мыть, начищать, убирать, в ванной, чтобы был порядок, все это расставить, попользоваться чем-то. Это же вообще больная тема у меня. Тряпочки разные, все такое. Аромат просто не передать. И вот такой химии приторной в нос не бьет. Просто хороший аромат. Это порошок детский. Мама знает. Для деток. Так, это первое, да? Это порошок. А вот это уже идет отбеливатель. Ну, еще я не открывала, конечно. Это уже отбеливатель. Придает тут все показывается. Изготовитель. Сельвин Про, Республика Беларусь. Город Могилев. Улица Челюскинцев, 105. То есть все это Белоруссия. Я так рада. Вы не знаете, когда мне эту продукцию вчера привезли, когда мне предложили сделать рекламу, для меня это даже было за честь, потому что мне приятно работать с Белоруссией, мне приятно представлять. Это я показываю от всей своей души, потому что химию все обожаю, просто обожаю. Так, значит, это отбеливатель, да? Дальше. Что у нас идет? Дальше у нас идет горная свежесть, белое сияние. Вот это тоже Беларусь, адрес тот же. Средство моющее, синтетическое, порошкообразное. Горная свежесть, автомат. Ой, как пахнет. Без фосфатов. Без фосфатов. Горная свежесть. Вот такой вот порошок. Вот, дальше тоже. Это пятновыводитель для белья. Тони, да, фирма называется, без хлора. Тоже пятновыводитель предназначен для удаления пятен от чая, кофе, шоколада, фруктов, ну и так далее. Удаляет пятна, сохраняет структуру, не требует кипячения, сочетается с любым средством для стирки, эффективность почти 300 градусов, содержит активный кислород. Да. Ну и инструкция, как и что. Мне очень приятно, просто очень. Вот, это для белья, тоже без хлора для белья, но уже другой. Придает ослепительную белизну, эффективно удаляет сложные пятна, придает ослепительную белизну, усиливает действие средства для стирки, содержит активный кислород, подходит для любых типов стирки. Эффективный при 30 градусов. Отбеливатель для белья. Вот такой вот. Вот такой вот. Ну, дальше будем продолжать порошки. Дальше уже порошки закончились. Вот такая огромная пачка, 3 килограмма. Тоже средство моющее, синтетическое, порошкообразное, Color Автомат. Удаляет пятна, короче, ну тут все показывается. Как стирать, разъясняется. Девочки, какой аромат идет. А то, что это с Беларуси, это вообще мне придает что-то необъяснимое. Я очень довольна. Огромное спасибо, девочки. У них есть в Инстаграме страничка, где разная, может быть, и другая какая-то химия, там что-то, шампуни, какие-то что-то. Я оставлю ссылочку в описании. Особенно, ну так-то эти фирмы, наверное, будут в разных городах для жителей Чеченской Республики, а у нас все хозяюшки хорошие. В том, что они любят чистоту, не сомневается ни один живой человек в этом мире, потому что у всех чеченок в доме порядок, и во дворе, естественно, мы этим всем больным, нам хлеба не давай, но чтобы вот это все было. Поэтому я знаю, вы будете заказывать, выписывайте, у них доставка, если надо, курьер доставить прямо на дом. Вот, поэтому можете смело заказывать. Так, дальше. Вот такая
5-литровая, это самое, это у нас кондиционер для белья. Облегчает. Ой, да, можно? Я даже еще не нюхала, честное слово, не смотрела. Ой, девочки, клянусь вам, какой хороший запах. Вот где-то чуть-чуть слышится запах хвои и какой-то свежести. И густой, вот обычно иногда купишь какой-то редковатый бывает, да, вот иногда, не всегда, но иногда, а это прям густой. Вот посмотрите, прям как сметана густой. Ой, аромат прям как будто духами пахнет, честное слово. Ой, как же я рада. Дай Аллах вам здоровья. Большое-большое спасибо. Радуюсь, как ребенок маленький, честное слово. Вообще очень-очень приятно. Спасибо большое. Дальше вот такая белизна гель идет. Здесь должно же, да, быть показано, конечно, сколько здесь. 2 литра. Да, я смотрю, что не литр. 2 литра белизна гель. Но это вообще у нас на первом месте в нашей семье. Ой, вообще классная. Такая помощь большая. Спасибо большое. Так, дальше у нас идет средство для стирки. Для черных вещей. На 30 стирок здесь 0,500 миллиграмм. Средство для стирки жидкое. Черный гель. Предназначено для черных и темных изделий. Ну, то есть из всех. При повышенной стирке, ну, короче, ну, тоже, мне кажется, будет запах хороший. Ой, ну тут больше какие-то фрукты идут, какие-то фрукты запах. Да, ой, тоже очень хороший. Просто, знаете, вот слышно, не бывает такой подделочный, вот и густой прям, хороший, кажется. Ну, я хочу сказать, в Беларуси все до сих пор делают по ГОСТу. По крайней мере, то, что я брала из продуктов, химия не пользовалась. Не, ну порошки, по-моему, чайка, да, были белорусские? Какими-то порошками, да, пользовалась. Какие это были, но не помню. Вот, но вот остальной химией не пользовалась, это точно. Так, дальше идет универсальное моющее средство, морская свежесть. Уничтожает микробы, не требует смывания. Для всех типов полов и стен. То есть и полы уничтожает микробы, эффективно удаляет грязь, подходит для всех видов полов и стен, не оставляет разводов, дарит аромат свежести. Морская свежесть. Для мытья, обработки всех видов полов, кафельной плитки и стен. Республика Беларусь, город Могилев, то все. Объем литр. Вот. Ну, тут что тут нюхать? Ой, какой хороший запах, клянусь вам. Девочки, женщины Чеченской Республики, я просто не рекомендую, а заставляю вас выписать, купить это все. Оно недорогое. Да, мне это прислали на обзор. Но я только попользовалась сейчас порошком. Если же мне это понравится, конечно же, я буду заказывать только белорусскую всю химию. Даже не обсуждается. Вот. Дальше у нас такой тропический вихрь. Кондиционер для белья. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ой, как пахнет. Все, всех. Знаете, запахи не все такие, как обычные, которые уже надоели. Вот какая-то новинка идет, что-то другое. Ну, у меня просто нет слов. Мне так приятно. Это, знаете, это просто моя мечта. Мне вот написали, предложили сотрудничать. Кондиционер для белья. Кондиционированный тропический вихрь. Предназначен для полоскания белья из любой ткани. 1 литр. Вот такая вот. Ой, не знаю. Миллион раз спасибо. Дальше вот мама знает. Кондиционер для детского белья. Без красителей и фосфатов. Гипоаллергенная отдушка смягчает белье. 750 мг. Облегчает глажение. Ну, глажку. С нежным нейтральным ароматом, без фосфатов. Облегчает глажение. Легко выполаскивается для чувствительной кожи. Мама знает, называется. Ой, ну это такой... Это вот какие-то карамель-конфеты были. Да, какие-то конфетки карамельные. Ну, детская, да, ну, наверное, понятно. Вот, мама знает. Потом все еще вблизи вам покажу, девочки. Ой, спасибо. Ой, спасибо, у меня просто нет слов. Дальше чистящее средство антижир для всех типов плит, духовок, грилей. Вот, чистящее средство придает блеск, удаляет пятна, жир и пригревшую пищу.
антижир. 500 миллиграмм. Вот такое вот средство. Так, это для акриловых ванн и душевых кабин. Ну, ванну Анжела будет мыть. Анжелика у нас любит это все. Придает блеск, удаляет стойкие загрязнения. Тоже Республика Беларусь, 500 миллиграмм. Спасибо вам большое. Я могу сомневаться в произношении, то есть в ударении, да? Тоне или тоне. Тоне, скорее всего, я думаю. Может, кто пользовался, поправит меня. То, чего не знаю, не знаю. Вот. Мама знает. Гель для стирки. И детского. Это был кондиционер, а это гель. Без красителей, 750 миллиграмм. Средство для стирки. Мама с нежными, без фосфора. Предназначение для стирки цветных и белых изделий для детей с первых дней жизни. 750 миллиграмм. Тут тоже запах такой. Какой-то детский или конфет, или мармелад. Вот такой запах. Такая красота. Жалко, что они ценников не прислали. Вот. С ценниками как-то было бы проще, да, я думаю. Давайте я это поставлю. Детская или детская, пускай будет, чтобы потом вам показать. Так, что это я показывала, да? Вот это я показывала. Вот это мама знает, показала. Это показала. Дальше у нас идет бальзам для мытья посуды. Алоэ вера с глицерином. Ну, как фейри, да, типа. Удаляет жир. Хороший запах, очень густой. Он, наверное, хороший. Видите, какой густой? Такой перламутровый прям. Цвет, расцветка. 911. Средство для удаления накипи. Это в чайнике хорошо, да? У нас чайник тоже. У нас вода очень сильно, накипь собирается, очень. Часто беру с магазина вот эту покупную воду. Вот эта горная, она все равно, она, знаете, она у нас какая? Она прям ледяная, пить ее, она очень вкусная. Но когда делаешь заварку для чая, какой-то мутный чай, ну, не всегда мутный, но нехорошо бывает заварка. А вот если купить питьевую воду, сделать, она прям такой темно-бордовый, насыщенный цвет, не требует кипячения, увеличит срок службы. Так, ну это тоже, да? Это тоже Республика Беларусь. Вот такое средство для удаления накипи. Вот. Это показала. Так, это гель для мытья посуды тоже. Лайм и мята. Ой. Запах. Девочки, обязательно Инстаграм. В описании будет видео. Вы зайдете к ним на страничку. Вы можете заказать там все, что хотите. Там по-любому у них есть какие-то скидки. И не так-то дорого, но все густое и очень хорошо моется. Я вам скажу по секрету, Анжела с этой бутылки взяла сегодня. Говорит, мам, на губку чуть-чуть капнула, вообще так пенится хорошо. В общем, Анжеле понравилось. Вот. Дальше у нас гель для мытья посуды, для детской. Не для детской, для мытья посуды, но я вот таким средствам больше доверяю. Тут-то по-любому, я думаю, поменьше химии будет, да, или... Ой, что-то идет, секунда. Так, дальше средства для устранения засоров. Активные гранулы, активно при сильных засорах. Но это для ванны, унитаза, устраняет неприятные запахи, подходит для всех видов труб, растворяет органические загрязнения. Вот. Это как капсулы, да, здесь? Люди, всем привет. Как порошок она, сыпучая. Всем привет. А ну-ка. Люди, всем привет. Да, скажи, посмотри, какие мне прислали детское. Посудку мыть, да? Вот тоже. Мама знает. Мыло жидкое. Купаться будете сегодня с Гаякой, да? И Сюська. Вот такое. 300 миллиграмм. Это мама знает. Мыло жидкое. Забери их туда. Вот. Сюда идите. Куда вы идете? Мы хотим сок. Вот так вы хотите? Анжела, София, до чего у меня
Девочки, но это не реклама. Хотя будет попозже на это реклама у меня, обязательно сделаю рекламу, но, как сказать, я не рекламирую, да, меня не просили рекламировать, я доверяю сибирскому здоровью и пользуюсь. Меня не просили рекламировать, я для себя покупаю. Но суть дела в том, что, я уже говорила, у меня как-то болела шея на работе сильно, и я помазала, у нас приехал новый врач-терапевт Альбика, и она мне посоветовала, прям намазала мне. Мне так прошла шея, я что-то думаю, ну давайте говорить открыто, думаю, либо она перестала болеть, либо помогло, ну вот что-то. И с тех пор я пользуюсь. Висхан мне шею бывает растирает, и Анжела. Вот. А вчера мама не могла повернуть шею. До такой степени болела шея. Девочки, клянусь Аллахом, вам намазала капитально, и шею растерла, спину растерла. Мама говорит, ничего не болит. Вот пусть сама даже скажет. Но она у нас такой человек, ну как сказать, я говорю, мам, ну как, она могла бы сказать, ой, киста болит, может, дашь какой-нибудь обезболивающий, все равно болит. То есть она не будет, да, вот то, что я помазала, защищать, она говорит, кис, правда не болит, вот правда. Поэтому бальзам широкого спектра действия, натуральный способ применения для нанести яркий. Ну тут на пихтовом масле с комфора и комплексом растительных масел. То есть, девочки, у кого боли в мышцах, спина болит, шея. Нет, понятно, если какие-то острые боли нужны, например, у меня когда болела шея, и она повыдумала себе там все, и щитовидка, или зоб, или что-то такое. Я проверила шею, шея показала чисто, просто это все нервное, на фоне нервов, просто у меня где-то защемление нерва, вот это все ноющая такая боль была, то есть патологии, что-то страшного, в УЗИ в 2-3 местах я сделала, не показала. Вот очень хорошие. Всем советую. Девочки, ну и покажу поближе. Вот такой вот порошок. А хвойная, здесь и рисунок. Я не обратила внимания, почему мне показался такой запах. Какая большая помощь. Какая для меня это большая помощь, девочки. Смотрите, сколько всего. Он зашел. Чу вери, София, во мальялал? Чу агуиз? Это чу агуиз? Телевизор ел чу. Во мальялал сон. Я смотрю, его там нету. Анжел, где еще? Анжела лежит. Баб, где еще? Анжел, гук деницега? Почистила там? Ага. А Таня супчик готовит. Супчик А готовит? что ты показываешь? Я людям показываю посылочку, которую нам прислали, людичкам. Это все люди? Это все люди? Это нам прислали, а я людичкам покажу, и людички себе такое закажут. Хорошо? Такой? Ты скажи, людички, всем привет. Мой людишки, всем привет. Что нужно еще спросить? Кис. Как у вас дела, здоровье? Сейчас я скажу 3, 1, 5, 6, 3. А что так много их? Ты же спросил, Людичка, как у вас дела, как здоровье? Как здоровье? Все, пока. Тихо, бежим, тут пампер говорит. Ну, это в упаковочке просто. Нам в упаковке это все привез, как его. Ой, блин, бывает, что-нибудь хочешь сказать резко. Ой, курьер. В этой упаковке, ну, порошок и эта пятишка отдельно было, а это все было в этом ящике. Она говорит, зачем нам прислали памперсы? Я же не пользуюсь. София, балбу, о чем дать? Ай, девочки, столько товара навезла. Это вообще столько всего навезла, столько платьев. У меня тут все по размерам, видите? Это я позавчера ездила. У меня просто, знаете, были покупатели на днях, прям 2-3, я уже говорила, одни на 55 тысяч набрали, но они не только вещи брали, в смысле платья, у них там и куртки, и безрукавки, велюровые, безрукавки такие,
носки у меня много разные, платки разные, шапочка, не только. Ну, платье они сколько взяли? По-моему, 22. Но она и себе брала, и матери. Ладно. И девочки не пришли, но придут сегодня ко мне с налоговой и с администрации. Вот, тоже. Знаете, я, если честно, удивляюсь. Машалла. Ну, вот мы даже, вот свекровь моя, она же тоже меня смотрит. И это, ну, то есть я не буду, да, тут нести какой-то чепухи. Она смеется, супруг смеется и говорит: Кис, я не знаю, как это, сел, которых, где она живет, там, Тёюзин, Хатуни, тоже женщины приезжают. Не знаю, они, наверное, хотят тебя увидеть. Действительно, этих платьев как бы везде полно, на оптовом, там это, но они приезжают, говорят: Кис, ну таких красивых мы не видели, где ты их находишь? Ну правильно, мне оптом они приходят. Вот. Но они, супруг говорит, скорее всего, они приезжают, ну, с тобой повидаться, потому что, ну, ведь можно в любом месте купить, да, чтобы в Ведено не ехать. Ну, как бы приятно. Даже если так, то очень приятно, очень приятно. И я же говорю, я часто за ними езжу. Я вот недавно ездила, уже как бы у меня все закончилось. Я вот позавчера приехала, опять привезла. Ну, в общем, вот такие вот дела. Вот такая вот большая помощь для меня. Девочки, ну и ролик записала, и осталось немного времени. Ну, поступают вопросы, хоть не на все, но на некоторые постараюсь сегодня ответить. Насчет свадьбы. Очень всех интересно чеченские обычаи, когда вот именно свадьба. Да, мне тоже было интересно. И мне, знаете, вот мне, что самое странное было, да, ну это и вам странно, я даже вас не виню в этом, что на свадьбе нет жениха, да? Гремит он, наверное, будет дождь. Да, жениха нет, и со стороны кажется это очень для некоторых. Я даже на этих людей не обижаюсь, это правда удивительно, с одной стороны, как это вроде бы идет свадьба, но на ней нет жениха. Но просто чеченцы – это такой народ, который чтит и сохраняет свои все обычаи спокон веков. И, ну, есть маленькая категория, которая, как у нас любят называть, обрусели, да. Ну, как бы не то, что они совсем, но как-то уже немножко в современную сторону направление у них. Но, если честно сказать, я против таких моментов. Я очень уважаю этот народ за то, что именно чтят свои традиции. Вот нет жениха на свадьбе. Но вот у нас муж с женой не разговаривают при родителях. Это некрасиво, да? Ну, потом, когда они поживут несколько лет, да, там бывает, когда уже дети появляются, но он никогда не будет там ее обнимать там, или там хохотать с ней с чего-то. Просто он может разговаривать там, либо материал заказать какой-то, да, могли бы обсудить тему там, либо там, да, налей мне чай там, или налей кушать там, или что-то положи, или, ну, может спросить, разговаривать. Но я живу здесь 23 года, со мной мой супруг ни слова не сказал. Единственное, есть младшая заловка у нас, она живет в Гудермесе. Вот перед ней ну, она как младшая сестра, перед ней он может сказать мне там, ну, чай налей, или там, в рейс еду, сумку собери с вещами. Вот так вот он может сказать, и все. С детьми он тоже при старших не разговаривает, при сестрах он может детям что-то сказать, а там, чтобы ласкать Софишку, там, да, при ком-то, обнимать ее или это у нас этого нет. Я знаю, вам многим покажется это очень странно, но чеченцы свои обычаи никому не навязывают, да. Если здесь у нас такие обычаи, мы же не говорим, чтобы вы их соблюдали. Для нас, ну, я-то там жила, для меня это как-то это. А вот для чеченцев, для коренных, которые здесь прожили, для них, когда муж и жена сидят на свадьбе, обнимаются и все прочее, для них это что-то нереальное. Для них это такой позор, что просто не передать словами. Они это никогда не воспринимают, этого никогда здесь не будет. Хоть вся нация, если вымрет, это позор страшный, просто страшный. А за пределами это в порядке вещей, да? То есть там вообще бывает, происходит все что угодно. Но это не то, что там, так сказать, но это действительно есть. Бывает такое, что и вардобитие, и потом разборки между мужем и женой. Всякое бывает. Не то, что у всех, но бывает случаи. Но то, что жених сидит на свадьбе с невестой, там
без конца вот эти объять, у нас такого нет, у нас это позор. И знаете, в этом есть какое-то таинство, да, вот, ну как, он жених, он есть, вот едут за невестой, да, он по-любому едет в колонне, в основном второе или третье место с друзьями, просто он сидит сзади в костюме, все его не видно, он подъезжает к двору, где невеста, в основном бывают все, и все остальные заходят там, все эти процедуры, а жених с друзьями сидит в машине. Дальше, если это дома свадьба, у него комната есть с друзьями, где он сидит. Если это ресторан, то специальная комната есть, комната для невесты и подруг, комната для жениха. И потом в какой-то момент, когда уже в разгар свадьбы, допустим, заловка, либо супруга, двоюродная сестра, либо родственница, если нету, к примеру, ну мало ли родных, да, она берет, ну, невесту, идут в комнату, где жених сидит с друзьями, и там все друзья шутят, мучают. Она же, у нас такой обычай есть, я уже говорила, когда ну, невесту привезут, она не разговаривает ни с кем. Да, это, как это, ну, мотхопша. Я не знаю это как перевести, если честно. Развязка языка, ну вот так, не знаю, пусть кто меня поправит, я правда не знаю. Вот, она не разговаривает с ними. И вот она стоит, да, она должна скромно стоять, опустить глаза, и когда они шутят, она просто мило улыбается, да. Вот они говорят, ой, там, например, там, к примеру, я говорю, там, муслим, да, кого это ты привел? Ты посмотри на нее, она что, косоглазая? А у нее что, она что, на одной ноге стоит? А что она такая черная? А что она такая, какая-то там не такая, да? Например, если это где-то было бы в другом месте, невеста повернулась и сказала, слышишь ты, да, ты что несешь? То здесь этого нет. Просто она знает, что они шутят, она просто стоит, мило улыбается. Вот так они потом начинают на него шутить, ну, ему, типа, кого ты привез там. Но это все очень интересно. В этом таинство. Девушка как слеза совершенно чистая. Никто до замужества ее не таскал, никто к ней пальцем не притрагивался. Это стоит ангел в свадебном платье. Вот сидит мужчина, и она предназначена только для него, да, только он будет с ней, и никаких там всего остального до него быть не могло и быть не может. Это вот, это настолько какое-то, это так приятно. Это так гордостно. Ни один чеченец, не то что русскую, украинку, свою не возьмет, если на ней было пятно. Вот сейчас чеченца у меня там 1000. Напишите, вы сможете меня остановить? Напишите, киса, ты что несешь? Ты почему не права? О том, что как бы он не любил, хоть бы он умирал из-за любви к ней, если девушка нечистая, если до свадьбы у нее что-то когда-то с кем-то было, и даже если с ним самим, он ее не возьмет. Запомните, даже если этот парень будет уверен 100%, что эта девушка общалась только с ним, была только с ним, к примеру, там русская, украинка какая-то, да, или чеченка даже, я имею в виду, вы понимаете, в каком смысле? Он никогда в жизни. Он, может быть, и говорит, да, я тебя не оставлю, да, там что-то, это все. Но девушки очень легкомысленные, которые идут на этот шаг. Это никогда в жизни, правда, чеченец не возьмет. Это уже задевает его честь, да. А если даже, когда-никогда, мы все, как говорится, не без греха, бывают такие случаи, что бывает, что какие-то там мизерные, да, мизерные 100%, что некоторые, может, думают по своей глупости, что этот номер прокатит или как-то уходят замуж нечистый, то с позором и с пинками ее выкидывают со двора. С позором и с пинками. Звонят или говорят родителям, там, братьям, давайте, забирайте свой товар. Ее потом домашние должны уничтожить. То есть она опозорила весь род. Брата, отца, всех своих родственников. Это огромный позор. Это огромнейший позор. Это обычаи, в которых тут живут люди испокон веков. Мы кто такие что-либо менять? Эти люди живут с этими обычаями. И за счет этого, понимаете, за счет этого, естественно, 80% порядок в этом плане. Конечно, девушки, которые воспитываются, например,
к примеру, моя дочь, к примеру, она у меня девушка воспитанная. Она никогда у нас не было такой темы угрожающей, ты смотри, тебе грозит то или то. Она уже с пеленок воспитана. Она не допускает себе этой мысли вообще. Она не думает о том, сделает она что-то плохое, не сделает, и что ей за это грозит. У нее в принципе она этого не позволит никогда. Вот ее можно отправить в город, она ездит там куда-то, я ее отправляю с чистой душой. Я знаю, к ней никто пальцем не притронется, она никогда в жизни повод не даст. А иначе труба всем. Иначе это просто не жилец. Но здесь очень суровый закон, здесь с этим очень-очень-очень сложно, и меня это радует, я этим довольна. Поэтому все сидят ровно, все прекрасно знают, что их ждет, и с детства у них это воспитание идет, с самого детства, вот с 5-6 лет у них это есть. И это очень хорошо. Это благодаря этому порядок, девушка замуж выходит абсолютно чистой. Вы знаете, вы что думаете, что мы прям такая семья, что там, ну у нас тоже бывают ссоры. У нас бывают ссоры. Но мне так обидно бывает. Как мне бывает обидно, когда я вот бываю за пределами, и там при какой-то ссоре, я не раз слышала, даже в дальней родне, где-то там, когда, особенно если выпьют там или что, и муж и жену начинает оскорблять разными словами. Ты такая сякая, ты... Ей же сказать нечего. Ей сказать нечего, когда он начинает говорить, откуда я тебя взял и кем ты была до этого. Ей сказать нечего. Как бы сильно сегодня, до упада сил не напился бы мой супруг, он мне этих слов никогда не произнесет. Аллах свидетель. Никогда. Я этим очень сильно горда. Очень сильно горда. Мне этих слов никто никогда не произнесет. Это настолько унижает, когда муж жене говорит такие слова порочные. Это настолько оскорбительно, это настолько некрасиво. Мне это вообще... Я попала как раз туда, куда надо. Я нахожусь в своей сфере, я очень сильно этим горда. Нохчиш, удал, сидуэл, визиндел, искренне. И знаете, это невозможно. Но у меня супруг, он такой с характером, но он не ругается, не кричит, строгости в нем нет. Чтобы он мне что-то приказывал, в нем нет. Да, ну вот сказал, я сделала. Там каких-то скандалов, обсуждать это все. Сам очень помогает мне хорошо по хозяйству. И на работе работает, дома по хозяйству все делает. Не надо говорить, у нас то не сделано, то. Сам за все берется. Ну, вот у нас не может быть такого, чтобы он меня заставлял это. Вот клянусь Аллахом вам, клянусь своими детьми родными. Это самое дорогое, что у меня есть. Чтобы он мне там говорил, ты ж смотри там, да, про нашу нацию плохого ничего не говори, а про своих говори только плохое. Ну, не про своих, а про остальных говори там, высказывай, а про наших ни слова. Я клянусь Аллахом, этот человек никогда этого не говорил. Даже просто в разговоре. Он мне бывает просто тормозит, говорит, ты когда вот озвучиваешь это, да, ты вот все правильно говоришь, но ты когда вот оскорбления идут, ты упоминай, говори о том, что это те, кто меня оскорбляет. Ко всей нации это не относится. Я знаю, в своем мире ты это имеешь в виду, что, ну, не всех, но люди не все могут правильно тебя понять. Если от того, что у нас тут такие законы, есть люди, которые там живут, их это устраивает, мы же не можем им навязывать свое. Они там живут, если там у них там свои такие законы, им это можно, и у них это нормально считается, пусть они живут. Почему они должны жить так, как мы, да? Ну вот я просто, знаете, я очень сильно реагирую, вот знаете, вот такой момент, да, вот даже мне иногда там делают ошибки в словах, неправильно произнесла слово, неправильно сказала слово. Я сказала, что я тут живу 16 лет, и я все время говорю здесь на чеченском. Да, и, кстати, задавали вопрос, почему Софишка говорит на русском, если вы все время на чеченском. Но ведь она понимает по-чеченски все буквально, она все понимает, что я не скажу, она понимает. Но вот мультики в телевизоре, в компьютере, без конца на русском. И здесь очень много таких детей, у которых чисто отец, мать, все чеченцы, дети говорят на русском. Вот даже моя старшая медсестра, которая скоро будет свадьба, у нее внучка Софишка игралась, маленькая, как-то в больнице снимала. Эта девочка полностью говорит на русском. И бабушка с ней говорит на русском. Ну, дети сейчас, 21 век, они как бы телевизоры смотрят и все. Ну, то есть,
вам со стороны, вот, да, может быть, некоторым неприятно, а может кто-то со злости, да, вот, за эти ошибки цепляется. Я сказала, ну, я сейчас без злости говорю, я сразу буду кидать в бан, да, потому что мы не на уроке русского языка. У меня, я еще раз повторяюсь, многонациональный канал. Здесь и кумыки, и ингуши, чеченцы, дагестанцы. Не все знают хорошо русский язык. Это не обязательно именно говорить на русском чисто. Я могу говорить хоть на японском, хоть на чеченском. Это мой канал. Здесь хозяйка я. И решать, как тут говорить, что произносить, естественно, только мне. Вот, но также, смотрите, вот даже если, даже когда вот Хадижа, моя сестра, спустя сколько лет я здесь прожила, Хадижа сюда приехала, это был дикий ужас. В каком плане? Девочке мне было стыдно. Она не знала, что можно говорить, что можно не говорить при моей свекрови, при моем супруге. Нет, это не маты, это темы какие-то. У нас, ну, вот тех, что пишут даже гадости или там вообще кто-то другие, вы во двор ко мне зайдете, да, во мне, просто зайдете, присядете, проведете со мной полчаса, я найду у вас 1000 ошибок. Вы уже при входе, во-первых, вам будет казаться, что это все естественно, что это нормальная жизнь, да, вот, например, вы зашли, если обувь человек снимет, не поставит красиво, да, когда в дом зашел, да, например, я вот за этим очень сильно наблюдаю. Человек зашел, да, вот, ну, вот как я, да, я захожу к людям в гости с детьми со своими, я все время говорю, так, поправили свою обувь. Потому что София заходит, Висхан, Анжела, все идут, вот так вот обувь, я это их приучивала. Это уже большая ошибка. Второе, если грязный порог, это страшная ошибка для меня. То есть те грамотеи, которые там пишут, даже я уверена, к ним каждый, если во двор зайду буквально 5 минут, я не буду им об этом говорить, да, потому что кто я такая, это чужой двор. Но я уже замечу ошибка на ошибке, потому что когда я еду за пределы, я не знаю, это не гордыня, но я даже не могу поесть в кафе, потому что я не знаю, мылись руки или нет, и как это все. Я вот, допустим, человек зашел, да, аккуратно разулся, вот это просто, гости даже, я им не делаю замечаний, но я автоматически это вижу, эти ошибки. Вот зашли, да, как-то там обувь безобразно, там руки не помыли, может быть, да, зашли там, то в шортах, в коротких юбках там, да, начали смеяться, сидит свекровь, старая женщина, супруг. Есть темы, где они находятся двое, говорить категорически на них нельзя. Есть темы, когда, например, я и супруг, там, и какие-то там друзья приехали, родственники, которые можно с нами, с молодежью говорить. Но есть темы, которые нельзя говорить, когда находится свекровь, или есть темы, когда находится супруг. Здесь настолько много тонкостей. Здесь в Чечне на каждом шагу ошибка. Одно неправильное слово. Либо ты неправильно села, встала. Здесь это все очень замечают. Какой твой вид, как поправлен платок. Вот эти мелочи, они в нас. Мы, поверьте, их не заставляем. Да? Не заставляем, чтобы вы так живите. Но мы очень замечаем эти ошибки. Это очень бросается в глаза. Например, мне сразу. У нас были... этих людей не виню. У нас вот были родственники, когда приезжали с Ростова там, или вообще, да. Они, бывает, могли что-то там говорить, там это... Я говорю, так, это нельзя, пожалуйста, это не говорите. Не почему, я говорю, у нас так не положено. Не удивляйтесь, им это странно, я их не виню. Но у нас это уже ошибка, у нас это некрасиво считается. И представьте, их тысячи это всего. И я это все смогла, я научилась, я никогда в жизни не допущу, чтобы мне или моим детям кто-то сделал ошибку здесь, или чеченцев. Я все время заходим мы в чужой дом, я говорю, так, Анжела, когда была маленькая, я поправляла это все. Когда Анжела, сейчас так, Анжела, поправь обувь, помыть руки Софишке, садимся за стол, я покормлю. Если на тот момент, да, в той семье Анжела самая младшая, там, или там невестка там вышла, я ей всегда, в основном всегда говорю, так, Анжела, давай помой посуду, убери. Мы в гостях, да, мы не обязаны этого делать. Но девушка молодая, это некрасиво, если старая женщина будет бегать, мыть посуду, Анжела будет сидеть, да. Я всегда, но сейчас она это сама делает. Вообще я к этому приучивала ее. Так, давай, убери, Анжела, подмети, помоги там людям. Сделай то, помоги, отнеси там. Скажи, может что-то еще помочь. Я всегда ее этому заставляю. То есть у нас настолько мы настолько разные, менталитет настолько все, что
Мы вас не поймем, вы нас не поймете. Да, я с тех краев, до 16 лет я там жила. Но та жизнь, я уже больше здесь прожила, и здесь именно вот эту взрослую жизнь, когда я взрослела, когда я познавала мир, когда я все это, этот самый, ну, как сказать, ну, когда я росла, можно сказать. А что касается возраста, вот там писали еще как-то, говорили, что рано так девушки, здесь, друзья, здесь вся Чечня, сейчас кого не спросишь, в 16 замуж вышла, в 17. В то время так выходили замуж. Сейчас уже девушки, сейчас 21 век, более-менее продвинутые. Сейчас хотят выучиться, устроить на работу. Это очень хорошо. В семье, в которой ты выйдешь замуж, там уже будут к тебе относиться к уважениям. Там уже к тебе будут относиться по-другому. Когда у тебя образование, когда у тебя есть своя копейка. Это же, естественно, конечно же, хорошо. Я тоже захочу, чтобы у меня невестка была образованная, чтобы она ухаживала за собой, чтобы она ходила на работу, чтобы она была среди людей. Вот это драить без конца, это все, эта работа никогда не заканчивается. Поэтому я считаю, в 16 лет лучше выйти замуж честно, чистой девушкой, да, лучше выйти замуж чистой девушкой, нежели в 12-13 лет делать аборты. Вот. И еще что-нибудь похуже. Поэтому в 16 лет выйти достойно замуж, это очень. Я вот вышла 16 лет, у меня сейчас дочке 22, сыну 20, у меня взрослые дети, у меня такие друзья, такие товарищи по жизни. Они мне во всем на ости буксонышь, любой мягкий водишь буксонышь, бацари судиедер. Просто они мне во всем. Мы садимся за стол не как мама и дети, папа, мама и дети, мы как садимся как друзья. У нас общая тема, мы смеемся, нам интересно ездить, отдыхать вместе. Мы уже как будто наравне, понимаете, нам с детьми интересно. Я замуж вышла, когда появились дети, я вот сама еще была, ну там сколько мне было, 17 лет, да, вот Анжела была маленькая, Висхан появился, 19 лет, вот это все. И часто я с детьми игралась, вот прям на полу палас в постели, на супруг там телевизор смотрит, и я там с ними там то щекочу их, то с ними играюсь, и он да, газо, и бежишь, и чугаешь, и глазаешь. Он мне говорил, забери детей, там играйте, сидите. Ну, он воспринимай, как будто мы все дети, да? Газон, и бежишь, чуешь, и глазаешь. Я чую, знаешь, ну, то есть росла, мы росли, я росла вместе с детьми, да, это очень хорошо, да, это неплохо. Ну, и, конечно же, образование получить тоже. Я считаю так, замужем не напасть. Это как бы случай такой, знаете, ну, как сказать, кому как. Есть, которые 35 лет вышли замуж, уже нажились, а есть в 16. Например, я в 17 вышла, моя сестра в 32 или 33, 30. И она говорит, киса, я вот тоже нажилась, в смысле, укусила этой замужней жизни. Дети, крики, памперсы, это все замужем не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Поэтому замуж всегда успеешь, просто не нужно быть там дураком. Когда выйдешь замуж, нужно делать все так, как это делается в той семье, а не в своей. Чужой монастырь со своим, как говорится, не ходите. Также и женщина там одна написала, киса, вы Хадижиного мальчика назвали толстяком. Пересмотрите свое видео, это так некрасиво. Хадижа может обидеться. У Хадижи на руках выросли мои дети. Висхан тоже был толстый, она тоже так же называла. На Софийку Чита и Булка, что она только не говорит. Мы сестры. У нас это нормально, мы шутим, общаемся, там толстячок, там толстяк, жиробасик, как только не называем, но это все от любви. У нас нет там, ой, ты что на моего ребенка то сказал, ты что на моего то ребенка то сказал. В любом случае, как бы там ни было, вы со стороны, вы все нам чужие люди, да. Есть, которые близкие подписчики, есть какая-то родня, но тем не менее влазить к нам, в нашу семью, между нами, нас, двух сестер, стукать лбами, вы просто не имеете права. О каком воспитании вообще речь идет, да? То есть мне говорить, как я должна вести себя со своей сестрой, сестре, как я, это не ваше дело, это не должно быть обидно. Вы не имеете права лезть в чужую семью. Просто. Как вы можете говорить про пятилетнюю старушку, про пятилетнюю девочку, если женщина писала в возрасте, а у нее мозгов 0, то есть
мозгов ноль. То есть у нее воспитание ноль. Она не подумала, ой, я сейчас напишу, кто я такая. Ну, это сестры родные. Они сами разберутся. Ну, я, например, ну, как вот я вот, да, пишу другому блогеру. Вы там ведите себя не так, вы это. Я этого не напишу, потому что она скажет, слышь ты, иди отсюда, ты кто такая, да? Вот. И еще один момент. Вот этот момент, что меня очень сильно, знаете, как сказать, не то, что он меня обижает, меня бесит, а это о общем мировоззрении, вот как вот говорят, да, например, вы же мусульманки, вы же это, так нельзя, то нельзя, почему вы так сказали, да, если бы они были чеченками, они бы этого не сделали. Девочки, кто это пишет и говорит, что... как сказать, я сейчас не то, что я хочу сказать, что это плохо, нет, конечно. Но вот смотрите, вот вы говорите, мусульмане так бы не сделали. На протяжении скольких лет идут войны между мусульманами и христианами, да? Войны идут, не то, что киса что-то там сказала, да, мусульманка, а войны целые идут, то есть не могут поладить. Те навязывают свое, те свое, но это политика, я туда не иду, все, тут тормоз. Насчет чеченок говорю, в общем. Девочки, я одна из них. Я полностью поддерживаю этих женщин от А до Я. Потому что я одна из них. Я влюбилась в этот народ. Я приняла все их обычаи и законы. Я полностью с ними. Но, вы понимаете, мы очень добрые, гостеприимные люди. Вот если вы пришли к нам или у нас что-то попросили, мы всегда безотказные. Мы всегда гостеприимные. Если человек придет ко мне даже с Грозного, приехали вот покупатели, это чужие люди, я их вижу первый раз. Ну да, они мои подписчики. Я их пригласила под навес, они там еще посуду у меня купили. Предложила чай, мы посидим, мы как одна семья, сели за стол, они уже как родные. То есть у нас этого нет, чужой человек зашел, да. Но если вы, к примеру, если тут как чеченка, да, я с ней вот в хороших отношениях, она меня принимает, попробуй я рот открою в ее сторону или в сторону ее детей. Разорвет меня на каждые куски. Вы вот тут неправильно очень говорите. Вы думаете, мусульмане, чеченки, все такие тихие, все такие ежики сидят? Да, мы очень покладистые, очень спокойные чеченки. Выполняют все, что от них требуется. Там муж сказал, свекр сказал, невестка как бы всегда молчит. Ей сказали, она сделала, да. Но не дай Аллах, вы затронете ее семью или ее детей. Оскорбите. Вот эта самая порядочная женщина, самая тихенькая, она разорвет на вас на 10 кусков и правильно сделает. Хамство, оскорбление, эта нация не терпит. В общем, нация. Здесь, когда была война даже, и мужчинам нельзя было выходить на улицу, потому что и танки, и БТРы нельзя было. У нас зарабатывали же, у нас женщины выходили на улицу с автоматами, защищали свою родину. У нас женщины мужественные, а мужчины не смогут быть такими волками, такими мужественными, если их не родит достойная мать. Воспитание идет с детства, они воспитываются этими матерями полными духом, понимаете? Вот в чем дело. У меня был такой пример, знаете, там в Ростовской области даже женщина была родственница, чеченка, была родственница. И таких примеров много. Одна из славянских национальностей, не буду указывать нацию, матом по-русски оскорбила одного из ее членов семьи. Матом, сильно страшным матом. Что-то зассорились, и она оскорбила. Эта чеченка так ее избила сильно, что та не смогла больше в жизни иметь детей. А я жалею только об одном, что меня рядом с ней не было, чтобы ей помочь. А она до этого приветливая, даже та женщина ходила к ней в гости, сидели, улыбались, смеялись, если что надо было, приходила к ней. То есть не то, что она какая-то чеченка злая, прям такая конфликтная, у нее соседи все к ней приходили, она со всеми дружила, всем все давала. Но вот у кавказцев, особенно у чеченцев, если задевает честь, держите меня семеро, разносят в пух и прах. Понимаете? Я еще миллион раз, они вам отдадут последнее. Я поэтому говорю, с чеченцами нужно дружить. Их нужно понять изнутри. Вам брат родной ваш не придет на помощь,
А чеченец придет, я клянусь вам, он прибежит, он отдаст последнее, чеченец поможет, если ты с ним будешь человеком. Вот о чем я вот пытаюсь что вам доказать. Вы говорите, вот, чеченки бы так не поступили, а вот они, да еще хуже поступили. И правильно бы сделали. Это касается тех, кто оскорбляет, грубит. Не всех, ни в коем случае, ради Аллаха. Все нации, у каждой нации есть. Но чеченки никогда в жизни не будут терпеть хамство, оскорбления в свою сторону. Не будут. Вот этот момент поймите. Нет такого, что они все золотые, они никогда на конфликт не идут. Они круче всех идут на конфликт. С теми, кто их затрагивает, оскорбляет, а тем более матом. Женщина славянской национальности, самый плохой мат, что есть в русском языке, обозвала одного из членов семьи. Ни за что, ничего такого не было. Она ее догнала, она до такой степени ее отбуцала, она до такой степени, что та лежала в больнице, и по сегодняшний день она не может иметь детей. За свои слова нужно контролировать. Вот я о чем. Вот о чем. И совершенно правильно поступила. Нечего открывать свой рот. Так же и здесь. Там за углом сидят, тявкают, а есть номер телефона. Но вот хотя бы я публично говорю, если одна из них, кто там на этих каналах, напишет мне, скажет, да, это я писала, да, я вот такая, которая писала, я закрываю канал. Если она осмелится мне это написать, да, в телефон, киса, это да, я писала, ну и что ты теперь можешь со мной сделать? Я, чтобы доказать то, что я ее зауважала, то, что она такая смелая, и не за угла тявка, не стреляет в спину, а говорит мне в лицо. Это все, да, что там пишут гадости, к примеру. Я их не читала, не смотрю, я клянусь Аллахом. Просто иногда кто-то из подписчиков говорит, ой, киса, так смешно, там то-то сказали. Неужели вы не расстраиваетесь? Люди видят, как вы живете, как у вас все красиво, чисто. Я в принципе просто говорю, если одна из них напишет им, ты такая-сякая, да мы знаем про тебя, я закрываю канал, вот это все продажу, все убираю. Я на публике, у меня сколько, 42 тысячи подписчиков, 41, я вам всем даю слово, я закрываю канал, все. Вот эту свою торговлю, все, убираю, остаюсь работать в больнице и все. Если хоть один из вас хватит душка, выйти со мной через телефон, через WhatsApp, либо позвонить. Нет, нет, нет и нет. К сожалению, не будет таких. Душка 0. Хоть кто-нибудь из вас, это же не угроза. Но если вы там тявкаете, если у вас такое мнение, ну что, наличку, зачем при всех людях это говорить? Скажите мне, претензии же ко мне, позвоните, киса, да, это я была, я сказала. Одна недавно, киса, дайте ваш номер, для заказа платьев. А сегодня у нас же, понимаете, какая система? В Ютубе. Вот вы все смотрите комментарии, читаете на странице. У нас у блогеров есть своя творческая студия. То есть я туда, даже я вот сижу, я зашла на последний ролик, смотрю комментарии, я не вижу, что у меня где-то там видео могут написать гадости. Они как обычно делают, в дальние видео заходят и там напишут. Но когда ты заходишь в творческую студию, гадости высвечиваются все сразу. То есть тех, кто даже там спрятался и думает, что я не увижу, а другие люди будут читать, я уже увидела. И так я вычисляю сегодня одну. Вот она пару дней назад, киса, Алена какая-то, просто Алена. Она мне писала, что хочет заказать платье, дайте номер. Я дала номер. Сегодня под разными ветками, под давнешними видео она пишет гадости. Я ей говорю, давай напиши платье, я тебе закажу платье, хорошее, отправлю такие платья. Ну-ка давай, выйди со мной на связь. Поэтому, если душка нет, то, что там тявкают, это все такое, знаете, это какую-то грязь какую-то, какашки отсыпала и полетела себе дальше, да. Я вот птица, мне вообще это западло даже. Я зауважаю того человека, который скажет лично мне, киса, да, я это говорила, вот мой номер, вот разбирайся со мной. Я не прячусь, ничего, я вот так думаю. Будет такое, напишите, хоть один будет? Нет, конечно. Нет, конечно. Поэтому я даже не расстраиваюсь. Они меня очень сильно боятся. Очень сильно. Ни один из них мне никогда не написал в личку. Ни один. А если бы у вас было... Вот чем отличаются чеченцы от вас. От вас то, что у вас духа нет. Не было и не будет. Это те, кто пишет. Всем пока. У меня все равно выпуски всегда вот такие бывают эмоциональные. Но уже следующая
Следующий выпуск будет. Пишите, пишите, задавайте все вопросы про законы, про все. Я специально ролик сделаю, на котором отвечу на все ваши вопросы. В воскресенье у нас свадьба. Молко, якщо. Ламаш, дадес. Всем адикел, диарез, хелшон. Всем спасибо. Не обижайтесь, адекватные подписчики. Я неплохой человек, я не злая. Я всегда приду навстречу, на помощь, всегда пойму вас. Но вот таким людям я самый злейший враг. Все, всем до свидания, всем добра, вашим семьям всем здоровья. Не болейте, берегите своих близких. Всем пока.